Горная Ингушетия – страна башен и легенд, где каждый камень дышит вечностью. Но самые хрупкие и в то же время бесценные свидетельства прошлого скрывались не в кладке стен, а в полумраке древних усыпальниц. Спустя столетия тишины эти артефакты заговорили. Сегодня мы в святая святых ингушской культуры. Наш проводник – модельер, дизайнер и педагог Ася Саутиева, член Ассоциации войлочного ковроделия. Она посвятила жизнь тому, чтобы буквально по нитям собрать исчезающую историю своего народа. Благодаря особому микроклимату до нас дошли ткани, найденные в могильнике селения Цори, которые носили горцы сотни лет назад. Исследователи изучают все, от структуры шелка до мельчайших застежек и кроя нижнего платья, которое в те времена было не менее статусным, чем верхнее. Перед вами нижнее платье синего цвета. Это ткань холщовая, домотканная. Крой рубашечный крой, то есть рукав цельнокройный. В данном случае прорезь посередине груди. Имеется вот эта вот маленькая пуговка, тоже металлическая, но это бронза, скорее всего. То есть исследование покажет. Настоящее откровение для исследователей – это поясной набор ингушской женщины. На тонкой прочной веревке подвязывали предметы, без которых невозможно было представить жизнь в горах. Самое интересное, на самом нижнем платье были прикреплены вот эти элементы одежды. То есть это обязательные элементы, которые носила каждая ингушская женщина при себе. То есть здесь мы видим конопляные нити, которыми пользовались ингуши для того, чтобы можно было разжигать огонь. Здесь подвесная вот система такая, то есть на ремешках специальная сумочка для каких-то мелочей. В данном случае здесь находится костяной гребень двухсторонний. Также имеется наперсточек, имеется игольница. В этой игольнице очень интересная система. Здесь находятся металлические иглы, но они уже с течением времени заржавели. Но здесь их очень видно хорошо. Переходя к самой структуре наряда, мы открываем следующий слой истории. Этот элемент костюма – платье рубашечного покроя. Оно надевалось поверх нижнего платья, создавая ту самую благородную многослойность. Крой этого платья совершенно простой, но здесь мы видим уже тоже дополнительные клинья боковые вставленные. То есть это говорит о том, что они уже имели представление для того, чтобы им было комфортно, они вставляли клинья где-то краили элементы по косой для того, чтобы было удобно при носке. Этот костюм выполнен вот из натуральной шелковой, очень дорогой ткани по тем временам. И, скорее всего, обладательница этого костюма была социально высокого уровня, поскольку такие ткани могли себе позволить, да, не все. Это платье довольно-таки, в принципе, неплохо сохранило свой блеск, потому что мы видим, что натуральный шелк еще блестит. Вот, и особенно это видно вот на рукавах. И, наконец, завершающий штрих, который венчал этот величественный образ – изящный кафтанчик. Он пошит из натурального шелка. Печатные рисунки на ткани – не просто прихоть моды, а символ эпохи. Именно такие полотна попадали в горную Ингушетию по великому шелковому пути. Здесь немножко крой уже мы видим более интересный. То есть горловина обработана мелкой стоечкой. Здесь идут кокетки по плечевому срезу. И рукав тоже он вточной. Здесь, если там рукав у нас идет цельнокройный, то здесь рукав идет вточной. Здесь мы видим также дотаченные некоторые элементы в виде манжетика. Но здесь на правом рукаве мы видим этот элемент, а вот на левом этого элемента нет. Левый более цельнокройный. То есть это опять же говорит о том, что такие кусочки ткани, они ни в коем случае не выбрасывались. Они обязательно шли в обиход, и они старались как бы применить каждый кусочек, потому что это было для своего времени очень ценно. Этот музей больше, чем собрание костюмов. Это мост между прошлым и будущим. Здесь археологические артефакты становятся живой культурой, напоминая нам, что истинная красота не тлеет, она просто ждет своего часа, чтобы снова выйти в свет.